Меньше чем через месяц заработают изменения в налоговое законодательство. С 1 июля 2021 года индивидуальные предприниматели, которые реализуют товары собственного производства или оказывают услуги, должны будут применять кассовые аппараты. Обсудим подробно прямо сейчас в программе интервью. Сегодня с нами Раймонд Юматов, главный государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля ФНС по Республике Башкортостан. Раймонд Рашитович, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем в целом, расскажем телезрителям о том, что такое контрольно-кассовая реформа, на что она направлена, и о новых изменениях, которые вступят в силу с 1 июля. Реформа применения контрольно-кассовой техники у нас началась уже с 2016 года. Поэтапное внедрение контрольно-кассовой техники все это время проходило по видам бизнеса. В этом году у нас самые мелкие участники рынка, это предприниматели, не имеющие наемных работников, оказывающие услуги и реализующие товары собственного производства, должны перейти на применение контрольно-кассовой техники. Какое количество субъектов коснутся изменения? Тут точно сказать невозможно, потому что часть из них, возможно, перейдет на применение налога на профессиональный доход. Тогда им применение контрольно-кассовой техники не понадобится. Они смогут выдавать покупателю документ, сформированный в мобильном приложении «Мой налог». А те, кто все-таки будут продолжать осуществлять деятельность, должны будут приобрести, установить и зарегистрировать контрольно-кассовую технику. Каким образом это нужно сделать? Вот ваши рекомендации. Есть индивидуальные предприниматели, категории которых мы уже назвали, да? С чего им начать, что нужно сделать, как всю эту процедуру пройти? Определиться со своим бизнесом, потому что в зависимости от того, какого размера у вас бизнес, вам подойдет та или иная контрольно-кассовая техника. Для удобства работы вам лучше проконсультироваться со специалистами и приобрести тот контрольно-кассовый аппарат, который максимально полно реализует ваши желания и при этом будет стоить не так дорого. Для конечного потребителя использование онлайн-касс какие преимущества несет? Для конечного потребителя прежде всего это возможность получения чека в электронном виде. Так его лучше сохранить и имеется возможность в любое время предъявить его везде, где он потребуется. При разрешении каких-то конфликтных ситуаций, либо при предъявлении в какие-то органы, допустим. Какие преимущества получает бизнес? Бизнес прежде всего получает возможность улучшения своего учета, возможность контролирования удаленно своего бизнеса, то есть любой руководитель может удаленно посмотреть в режиме реального времени, как проходит у него реализация товаров. И что существенное дополнение, это упрощен механизм взаимодействия с налоговым органом. То есть теперь для регистрации кассы даже не нужно ходить в налоговый орган, достаточно через интернет все это сделать. С помощью каких программ? Через сайт ФНС, через личный кабинет есть возможность зарегистрировать контрольно-кассовую технику, просто сидя дома даже. Много говорится про проект маркировки товаров. Связано ли это с онлайн-кассами? Каким образом? Связано в той части, что через контрольно-кассовую технику происходит обмен информацией с операторами этих программ. Допустим, программа ЕГАИС по учету алкогольной продукции, программа «Честный знак» по учету маркированных товаров, программа реализации лекарственных средств, маркировки лекарственных средств. Они все, при реализации и пробивании чека проходят проверку и отправляется информация оператору соответствующей программы. Покупатель на бытовом уровне, он просто на чеке увидит значок о том, что он приобрел маркированный товар, и этот маркированный товар соответствует требованиям законодательства. Вы уже отметили, что сама процедура регистрации контрольно-кассовой техники, она достаточно легкая, достаточно зайти на сайт Федеральной налоговой службы. Какие еще рекомендации можете дать индивидуальным предпринимателям, что еще им нужно сделать до 1 июля? До 1 июля приобрести, установить и зарегистрировать кассу, в принципе. Если решили они работать все-таки, да. Угу. Если налоговая служба, инспекторы увидят нарушение законодательства, да, то какие меры и санкции будут применяться, и если не соответствует торговая точка этим требованиям? Санкции у нас установлены Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, статья 14.5. Там предусмотрена ответственность в виде штрафа на предпринимателей не менее 10 тысяч рублей, на юридические лица не менее 30 тысяч рублей. Но в принципе сумма будет зависеть от суммы покупки, которая проведена без применения контрольно-кассовой техники. Там от 3/4 до всей суммы покупки. Но не менее 30 тысяч рублей для юридических лиц. Профилактические мероприятия какие-то запланированы до 1 июля? Прежде всего мы проводим информационную кампанию.
Вот, прежде всего мы обращаемся и к самим предпринимателям, и пытаемся внедрить понятие такое, как культура потребителя, потому что же, вы понимаете, прежде всего потребитель, если будет настаивать на получении чека, то предприниматели, естественно, будут вынуждены все эти чеки выдавать. Поэтому, прежде всего, мы должны у населения выработать такую культуру потребителя, чтобы каждый получал свой чек без каких-то там напряжений, без трудностей, чтобы все у нас происходило это в таком... привычном режиме. Да. В таком. Но с этой точки зрения, как вы оцениваете поведение потребителей сегодня, насколько они требовательные? И сообщают ли они в контролирующие органы о нарушениях? Да, достаточно активные у нас граждане. Мы получаем достаточно много информации о неприменении контрольно-кассовой техники со стороны потребителей. Плюс, я как раз хотел сказать, что у потребителя появилась возможность самостоятельно проверить подлинность чека. Каким образом? С помощью приложения «Проверка чека». То есть ФНС России разработала мобильное приложение, которое легко скачивается, совершенно бесплатно, устанавливается на любой смартфон. Вот, вы с помощью смартфона наводите сканер на QR-код, который имеется на чеке. И, во-первых, вы его сканируете и запоминаете, он у вас сохраняется в электронном виде. Во-вторых, с помощью этого приложения у вас появляется возможность его проверить. Достаточно нажать кнопочку, и у вас появляется там зеленая галочка «Чек корректен», если все нормально. Если нет, красным у вас будет выделено, что чек некорректен. Тут же одним нажатием кнопки вы сообщаете об этом ФНС. ФНС получает информацию, что такого-то числа в таком-то месте чек был некорректен. То есть это будет являться поводом для проверки. В течение какого времени уже после совершения покупки чек попадает в систему? Как быстро можно это проверить? По законодательству это происходит мгновенно. Мгновенно. Да. Вот мы много говорим о том, что налоговая система активно идет, да, в цифровизацию. Вот и онлайн-кассы мы обсуждаем сейчас, и то, что даже можно проверить чеки. На что направлено в целом вот все принимаемые меры? Ну, во-первых, улучшение механизмов контроля, учета выручки, конечно. Вот. Упрощение взаимодействия с налогоплательщиками – очень существенная часть этой работы, потому что, я же, как уже говорил, налогоплательщик теперь лишний раз не ходит в налоговые органы. У него все взаимодействие с налоговыми органами в части вот контрольно-кассовой техники, оно ограничивается вот взаимодействием через кабинет налогоплательщика. Вообще эффект вы замечаете? Конечно. Вот. Что немаловажно, если у нас есть возможность проверить что-то удаленно, мы, выражаясь простым языком, лишний раз на проверку не пойдем тоже. То есть налогоплательщик освобождается от лишней контрольной нагрузки. Ну, налогоплательщики, вот бизнесмены, которые должны с 1 июля, еще раз проговорим, индивидуальные предприниматели, которые реализуют товары собственного производства, у них нет наемных работников, да, они оказывают услуги, должны приобрести кассовые аппараты. Вот рекомендации по тому, какой кассовый аппарат выбрать лучше, да, и стоит ли где-то там экономить, не экономить? Ну, как я уже говорил, выбор контрольно-кассовых аппаратов сейчас очень большой, у них у всех очень разный функционал, поэтому вам лучше определиться с тем, каким бизнесом вы в дальнейшем будете заниматься, собираетесь вы расти или останетесь на прежнем уровне. В зависимости от этого вам стоит уже выбирать технику. И с 1 июля планируете ли проводить рейды и проверки? Рейды у нас проводятся регулярно, просто у нас теперь добавится, что называется, подконтрольных налогоплательщиков. Рамит Рашидович, и еще раз давайте проговорим, уже вот у нас программа заканчивается. Вот обобщите, пожалуйста, все рекомендации. Рекомендация. Ну, прежде всего, я хочу обратиться к налогоплательщикам, которые с 1 июля должны применять кассу. Все-таки подумать над этим. Вот. Либо вы остаетесь в бизнесе, значит, приобретаете кассовый аппарат и работаете без нарушения законодательства. Либо вы изыскиваете другие формы работы, например, вот, регистрация в качестве плательщика налога на профессиональный доход освободит от применения контрольной кассовой техники. Вот. Просто вам придется все в мобильном приложении «Мой налог» все это фиксировать. Либо вы вообще прекращаете деятельность. Вот после того, как вы определитесь уже, все-таки я призываю применять контрольно-кассовую технику тех, кто останется в бизнесе. Ну, если что, сотрудники налоговой службы могут проконсультировать. Конечно. И в свою очередь хочу добавить, опять же, обратиться к потребителям. Пользуйтесь своими возможностями как потребитель и берите чеки.
Спасибо вам большое. Сегодня мы обсуждали изменения в налоговом законодательстве, которые вступят в силу с 1 июля. Еще раз проговорим. Индивидуальные предприниматели, которые реализуют товары собственного производства, у них нет наемных работников, а также они оказывают услуги, должны будут применять кассовые аппараты. Полностью всю информацию можно получить в управлениях налоговой службы. Сегодня с нами был Раймонд Рашитович Юматов, главный государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с БСТ.